Серые зарплаты остаются болевой точкой современного российского рынка труда. Огромное количество работодателей не делают отчисления в пенсионный фонд или же делают их в неполном размере. С проблемой борются во всех регионах. В Северной Осетии уже создана профильная комиссия. По словам ее руководителя, вице-премьера Азамата Хадикова, в республике порядка 30 тысяч человек получают зарплату в конверте. При том, что трудоспособного населения порядка 200 тысяч. Разнятся и два важных количественных показателя – тех, кто платит НДФЛ, и тех, кто делает отчисления в пенсионный фонд. Теоретически цифры должны быть равны. На деле же разница составляет почти 70 тысяч человек. Это ощутимо бьет по бюджету, говорят специалисты. Платить пенсионные отчисления – это не обязанность гражданина. Это обязанность работодателя. То есть человек получил свою зарплату, он с нее заплатил налог на НДФЛ. А то, что касается пенсионных отчислений, это уже платит с фонда заработной платы тот, кто ему предоставил работу. Сами предприниматели жалуются, налоговые отчисления слишком велики, особенно для малого бизнеса. В этом и кроется причина возникновения серых зарплат. Часть вины лежит и на трудящихся. Зачастую люди даже не интересуются, идут ли с их дохода отчисления в пенсионный фонд. Специалисты призывают подробнее изучать подписываемые контракты. В них обязательно должна быть указана сумма зарплаты. К сожалению, даже в тучные годы для нашей экономики, нашего бюджета, люди очень часто шли на подобные вещи, то есть они не сообщали об отсутствии трудового договора, то есть о формализации трудовых отношений. В дальнейшем при увольнении или невыплате заработной платы люди обращаются в Федеральную инспекцию труда с соответствующими заявлениями, и, к сожалению, Федеральная инспекция труда в данном случае бывает бессильно им помочь, потому что никаких документов, подтверждающих наличие факта трудовых отношений, на руках у людей не имеется. Профильные комиссии создадут во всех районах республики. Они проведут проверки на предприятиях, используют базы данных Пенсионного фонда, налоговой службы и Минздрава. Кроме того, информацию обо всех заключенных рабочих соглашениях трудовая инспекция передаст в Федеральный пенсионный фонд. Яна Гайгиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.